Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. После смерти пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, пришли ученики пророка к Аише, его супруге, и спросили, каков был пророк. Конечно же, если вы хотите узнать о человеке, каков он был, лучше всего спросить у того человека, который был постоянно с ним рядом. Естественно, жена расскажет о своем муже очень много того, что другим людям неизвестно. На этот вопрос, каким был пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, Аиша, радийаллаху анха, сказала: а вы разве не читаете Коран? Разве вы не читаете Коран? На что они удивились: нет, мы читаем. На что Аиша ответила: так знаете же, хулькуху Коран. Набожностью, поступками и заполнением каждого дня и каждой секунды его жизни это были все предписания Корана. Он был живым воплощением указов Всевышнего Аллаха Тааля. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, был уникальным, потому что он был и с женою, и с друзьями, и с соседями. Он был настоящим, он был духовным человеком. И вот в этот месяц Маулид мы должны максимально постараться взять пример у пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Потому что мы часто бывает так, что с супругой мы одни, с детьми мы другие, на работе совсем иначе себя ведем. И у нас есть очень много личностей. Но у пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, была одна личность. Была личность духовного, искреннего, набожного друга Творца, посланника Всевышнего Аллаха Тааля. Так давайте же постараемся воплотить те прекрасные качества, которыми обладал пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. И если даже мы сможем 1/100 часть его прекрасных качеств, внутренних духовных уроков в себе воплотить в нашей жизни, то, иншаллах, дай Всевышний Аллах Тааля, чтобы мы были счастливы в обоих мирах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.